Кемпирабадцев оправдали, Кыргызстан начал самостоятельно печатать национальную валюту. Вы смотрите выпуск позитивных новостей от Андермедиа. Меня зовут Валерий Жернаков. Всех вам благ. В Бишкекском городском суде закончилась история рассмотрения так называемого кемпирабадского дела, которое берет свое начало еще в 2022 году. Тогда более 20 политиков, гражданских активистов выступили против передачи кемпирабадского водохранилища Узбекистану. Даром им это не прошло. В октябре того же года их задержали и поместили в СИЗО. Вменяли арестованным 2 статьи – массовые беспорядки и захват власти. В следственном изоляторе большая часть из них провела около 1 года и 8 месяцев. В июне 2024 года Первомайский районный суд оправдал всех фигурантов и отпустил их в зале суда. На этом дело не завершилось. Сторона обвинения была не согласна с таким решением и подала апелляцию в следующую инстанцию. Рассматривали ее более 1,5 лет. И сегодня Бишкекский городской суд согласился с решением Первомайского. Изначально все понимали, что это абсурдное уголовное дело. Там нет никакой доказательственной базы. И вынесенный приговор судьей Первомайского районного суда Марата Садыковым, это было самое верное решение. Это было волевое решение. Я всегда буду говорить, что Марат Садыков, он в историю войдет человек, который единолично в таких условиях, когда на нас давили, когда мы вот этим кордоном проходили на оглашение приговора, по бокам стояли автоматчики. Это было его личное решение. Судьи. И, конечно, мы ожидали, что должен быть оправдательный приговор. Но в наших реалиях, да, ожидания и реальности не всегда совпадают. Правильно? Конечно. Да? На практике, когда вот такие есть политически чувствительные дела, риски обвинительного исхода, он оставался до последнего момента. Решение о невиновности в 2024 году шокировало многих, даже самих фигурантов дела. В суде в тот день после оглашения воцарилась настоящая эйфория. Родные кемпирабадцев не могли сдержать слез радости. Оправданных встречали как героев-великомучеников, а сторонники бульдозера революции Азимбека Бекназарова и вовсе вынесли его на руках. Творцом всеобщего счастья тогда стал судья Марат Садыков. Именно он вынес оправдательный приговор. Однако спустя несколько месяцев по неизвестной причине судья решил подать в отставку. Его увольнение связывали тогда с кемпирабадским делом. И на фоне резонанса Садыр Джапаров отклонил заявление Садыкова. Он продолжил трудиться судьей. Сегодня эйфория окутала уже Бишкекский городской суд. После оглашения в зале исполнили пока еще действующий гимн Кыргызстана. И на фоне решения суда вновь возникает вопрос о наступлении политической оттепели, о которой заговорили после отставки Камчибека Ташиева с поста главы ГКНБ. Вот это вот решение оправдательное сегодняшнее. Можем ли мы сказать, что оно как-то связано с политической оттепелью, о которой все говорят после отставки Камчибека Габрашевича? Мое мнение лично, мы не можем, я, например, не могу судить по нескольким уголовным делам, что у нас отмечается какая-то оттепель по всем вот этим политически чувствительным уголовным делам. Ну, я думаю, что, наверное, об этом говорить преждевременно. Мы дождемся результатов по другим резонансным уголовным делам. А так, я очень надеюсь, что в конце концов мы поставим точку всем тем нарушениям, которые мы вот на протяжении вот этих последних лет мы с вами здесь проживаем. Я как адвокат таких, наверное, дел, да, таких подзащитных, очень хотелось бы, чтобы они все скорее вернулись домой. Правозащитница Гульшейра Абдирасулова сегодня опубликовала письмо осужденного Акына Аската Джитыгена. Он в 2024 году получил 3 года тюрьмы за критикующие публикации в адрес властей. По словам Абдирасуловой, Аскат Джитыген не теряет времени даром, он учит других осужденных играть на кумузе. В письме Джитыген отважно обещает служить народу, невзирая на заключение.
В настоящий момент жизни я стойко переношу все испытания, выпавшие на мою долю. Слава Всевышнему, ведь если даже я сам в неволе, но я знаю, что среди народа звучат мои песни, играют мои мелодии. Разве это не значит, что мой труд живет, доходит до людей и вдохновляет молодежь стремиться к высоким целям? Разве не этому учили нас подвиги предков и мудрые наставления поэтов? Что бы ни случилось, мое служение народу еще впереди, и день нашей встречи уже совсем близок. До встречи с надеждой и верой, с теплом и искренним уважением. Опубликованное письмо Акына Абдирасулова сопроводило размышлением о той самой оттепели. Да, некоторые приговоры пересматриваются, но решения все равно не оправдательные. Вдобавок есть те, кто до сих пор отбывает сроки по достаточно надуманным делам. Но в его деле есть один вопрос. Аската пытали в управлении ГКНБ по Бишкеку. Его избивали, применяли к нему электрошокер, душили. Но почему-то уже 2,5 года он никак не может добиться возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности этих извергов, хотя имена известны. Говорят об оттепели, но если она есть, то почему невинные люди до сих пор сидят в тюрьмах и СИЗО? А если их отпускают, то это в лучшем случае пробация или подписка. Почему дела этих людей не пересматриваются государством? Почему Каныкей Аранова, мама-одиночка несовершеннолетнего ребенка, сидит в тюрьме внутри тюрьмы? Почему Адилет Балтабай сидит только за то, что он выступил против казино? И за что сидит Аскат Джетиген, до сих пор непонятно. За нецензурную брань? Тогда полстраны должны были сидеть. А еще страшнее, что почему-то преступников-пытателей никто не привлекает к наказанию. Почему тех, кто фабриковывал дела, включая экспертов, вынесших обвинительные приговоры, никто не расследует и не привлекает к ответственности? У меня много вопросов относительно такой оттепели. Фигурант другого уголовного дела по предприятию «Кыргызнефтегаз», бывший глава Нацбанка Мелис Тургумбаев, отпущен под домашний арест до 16 мая. Тургумбаева арестовали несколько дней назад, а 18 марта он покинул пост главы Нацбанка по собственному желанию. Известно, что Мелис Тургумбаев был председателем правления «Кыргызнефтегаза» с 2020 по 2021 годы. Мэрия Бишкека напомнила о повышении тарифов на горячую воду с 1 марта, то есть за 3 дня до окончания месяца. Цены на отопление остались без изменений, новые тарифы вы видите на экране. Указаны они без учета налогов. Также в столичном муниципалитете сегодня прояснили ситуацию со стадионом «Алга». Накануне в социальных сетях появилось обращение жительницы Бишкека. По ее словам, она хотела там побегать, но стадион оказался закрыт. В мэрии же рассказали, что для посетителей есть 3 входа. Для горожан, желающих позаниматься спортом, доступен вход с восточной стороны. Однако на стадионе действуют некоторые ограничения. Вот такая новость. Сегодня приехали на стадион «Трудовые резервы», где мы обычно каждый год всегда бегали. Вот там спортзал. Здесь все выстроили. Вот «Алга» спорт Борвору. В общем, приходил мэр, было открытие, что для людей вот здесь футбольное поле, здесь стадион, что могут люди приходить, пользоваться теперь в таких хороших условиях. Мы радовались, что вот так все для людей, для народа делается. А сегодня мы пришли первый раз, вот как погода хорошая. Нам сказали, что теперь это частная собственность, принадлежит спорткомплексу «Алга». И по приказанию руководства здесь все закрыли и никого не запускают. В центральной части стадиона вход для посетителей не предусмотрен. Беговые дорожки открыты для всех желающих ежедневно с 6 до 11. В целях обеспечения безопасности посетителей стадиона действуют следующие ограничения. Во время футбольных тренировок с 11 до 19 доступ на беговые дорожки ограничен. В указанный период запрещено выходить на футбольное поле во избежание получения травм. Во время проведения домашних матчей стадион закрыт для использования беговых дорожек в соответствии с регламентом Кыргызской профессиональной лиги. Мэрия города Бишкек также сообщает, что распространяемая информация о передаче стадиона в частные руки не соответствует действительности. Стадион находится на балансе мэрии и является муниципальной собственностью. На сегодняшний день муниципальное учреждение «Алга» осуществляет работу в рамках договора о совместной деятельности.
В тем временем продолжаются страсти по бывшему мэру, другу Камчибека Ташиева, Джинишбеку Токторбаеву и его команде. Накануне нынешний градоначальник, бывший депутат Джанар Акаев, вместе с начальником управления внутренних дел города и прокурором встретился с жителями Аша и выслушал их жалобы и претензии. Один из горожан, Кайназар Идырысов, рассказал о том, как на улице Маджирум-Тал были снесены 44 объекта команды Джинишбека Токторбаева. Однако перед сносом один из вице-мэров предложил им сделку – отменить снос за $200 000. Üç günün içinde biz beraber kaldık, ertesi saat 11'e çeyrek surat gördük, saat 11'de daha beraber kaldık. 44 tabiyetin varlık buzluktan, Asparalar yaptık. Asparalarımız 250 metre asıkta duralım. Sizge Türkanlar'a 11 yıl alacağız, bizim de yol vermezler. Ne dağlı kokmadası var? Familiyamız gibi. Familiyamızda айтпасаңыз? Kanızlar hazırlaymış. Ama çıkan Kanazar eken meselesi boyunca prokuraturadan çındığında bir kanca yol arız yazgan қаралаған емес. Эмне үчүн караган эмес? Ушуну прокуратура мага тез арада жооп бергиле. Анткени бул киши президентке чейин жазган. Түнү менен канча акча талап кылган окуялар болгон. Ошол жердеги мэриянын кызматкерлери азыр дагы иштеп атышат. Эгерде ошонун баардыгы далилденсе, биз мыйзам чегинде чара көрүшүбүз керек. Теперь о сносах в Бишкеке. Министерство строительства запретило размещение объектов облегченного типа на придомовых участках многоэтажных домов. Объекты облегченного типа – это гаражи, киоски, павильоны и прочее. В распоряжении нашей платформы оказалось письмо вице-мэра Бишкека Азамата Кадырова в адрес Министерства архитектуры, строительства и ЖКХ. Судя по этому письму, инициатива запретить конструкции облегченного типа исходит именно от мэрии. Настоящим мэрия города Бишкек просит отозвать ранее выданные разрешительные документации, выданные на объекты облегченного типа, размещенные на придомовых земельных участках, а также на подвальные помещения многоквартирных домов. Просим принять соответствующее решение в установленном порядке и проинформировать о результатах рассмотрения. Но куда интереснее, какая судьба ждет те конструкции, что уже установлены. Если у вас варианты, пишите в комментариях. Еще один депутат Джогруко Кенеша скоро может сдать мандат. Речь о Бекмурзе Эргешеве. Член Центральной избирательной комиссии Узарбек Джилкыбаев сообщил изданию Аки Пресс, что в ЦИК поступила кляуза на Эргешева с просьбой проверить депутата на возможную судимость. Центр избирком на просьбу отреагировал и направил запрос в МВД. Это уже вторая проверка Эргешева на наличие у него судимости. В первый раз в Министерстве внутренних дел сообщили, что он был оправдан. Примечательно, что Бекмырза Эргешев есть на фото, на котором якобы собраны сторонники бывшего главы ГКНБ Камчибека Ташиева, рискующие остаться без депутатского мандата. Изображение это появилось в начале марта. После его публикации законодательный орган покинули 4 народных избранника. В центре столицы закончили сносить клетку, построенную над фонтанами возле ЦУМа. Напомню, работы по демонтажу проводит мэрия, которая неожиданно прозрела и обратила внимание на то, что строение не соответствует заявленному проекту. Издание «Кактус Медиа» сняло с дрона, как сейчас выглядит эта территория. Мэрия обещает вернуть дорогие для горожан фонтаны. И в конце позитив от президента. Садыр Джапаров объявил, что Кыргызстан теперь сам печатает деньги. Такому событию Джапаров посвятил пост в своих социальных сетях. Раньше нам приходилось заказывать печать своей нацвалюты в иностранном государстве и платить за это деньги. Теперь все изменилось. Мы вышли на такой уровень, что уже сами можем по заказу печатать валюту для других государств. При этом нами получен международный сертификат, подтверждающий соответствие всем необходимым стандартам и требованиям при изготовлении денег. Кроме того, мы на высоком качественном уровне выпускаем национальные документы, общегражданские паспорта, ID-карты, водительские удостоверения, технические паспорта на транспортные средства и другие важные документы.
Кроме того, мы готовы печатать для других стран не только валюту, но и различные государственные документы. В настоящее время мы уже принимаем заказы от нескольких государств. Благодаря наличию сертификата защита нашей продукции находится на самом высоком уровне. И на этом у меня все. Спасибо, что смотрели нас эту неделю. Новости читайте в нашем телеграм-канале и нашем инстаграме. Поддержать материально нашу работу можно через платформу Patreon. QR-код, как всегда, рядом со мной. Успехов вам и хороших выходных. Берегите себя. До свидания.